Центр России. Цитадель власти. Больше 5 веков эти стены не только надежно скрывают государственные тайны, но и защищают их главных носителей. Для тех, кто жил и работал в Кремле, обязательно наступает момент, когда они пересекают границы кремлевских стен в последний раз. Кто-то покидает территорию Кремля через Боровицкие ворота, кто-то через Троицкие. 26 июня 1953 года Лаврентий Берия покинул территорию Кремля через Спасские ворота. Последний раз Лаврентий Берия въехал на территорию Московского Кремля около часу дня, 26 июня. Опьяненный своей силой и презирая соратников, он в борьбе за власть проморгал собственную жизнь. В ту весну 53-го у него было все для последнего рывка к абсолютной власти. Главное, МВД и госбезопасность, объединенные в одно министерство сразу после смерти Сталина. В предыдущей серии мы рассказывали, что, напугав Маленкова, Хрущева, Булганина и других своей активностью, Берия заставил их объединиться против него, что, впрочем, и следовало ожидать. Удивляет и даже поражает, как Берия, руководя мощнейшей спецслужбой, не заметил плетущегося вокруг него заговора. Ведь сами члены высшего руководства признавали, что их разговоры прослушивались и дома, и на работе, и даже в машинах. Вечером накануне ареста он общался с Маленковым до поздней ночи. Расстались на улице Грановского. Выходит из машины Берия, выходит Маленков. Ну, они минут 10 чего-то, значит, друг с другом вообще поговорили. Вот. Потом пожали друг другу руки. Николай Степанович Захаров в 1953 году был начальником управления охраны МГБ СССР. Берия сел в машину, и его машины, значит, укатили. И машины Маленкова тоже ушли. Маленков поглядел по сторонам и зашел к себе в квартиру. Георгий Маленков ночевал в Москве. А Лаврентий Берия отправился на дачу подышать свежим воздухом. До ареста оставалось меньше суток. Вернемся к прошлому фильму. Мы детально восстановили обстоятельства ареста Берии 26 июня 1953 года. При этом, правда, рассказывали мы только о событиях в Кремле. До и после заседания Президиума, с которого Берию увели в наручниках. А на улицах Москвы в это время происходили не менее бурные события. Однако об этом чуть позже. Заговорщики сделали ставку на армию. А значит, была не исключена возможность столкновений с преданными Берии частями МВД и, прежде всего, дивизии Дзержинского. Именно поэтому к акции привлекли заместителя министра обороны маршала Жукова, генералов Москаленко и Батицкого, старших офицеров Юферева, Неделина, Зуба и других. Утро 26 июня 1953 года было жарким. Москва просыпалась под звуки привычных бравурных маршей по радио, шум поливальных машин, смеха отправляющихся на последние экзамены школьников. Была пятница. Впереди воскресенье, дачи, пляжи в Серебряном Бору и на Ленинских горах. Все действительно было просчитано, потому что те, кто отдыхал в субботу, уже спешили из жаркой Москвы за город. А в это время в обратном направлении по Минскому и Киевскому шоссе шли танки. На улице Фрунзе, в кабинете министра обороны Булганина, собрались офицеры, которые готовились к аресту Лаврентия Берии. Там к ним и присоединился маршал Жуков. В
Кремль отправились двумя группами. Из документов известно, что Булганин и Жуков прибыли за 20 минут до начала заседания президиума, то есть примерно в 13:40. Рассказывает Николай Степанович Захаров, генерал-полковник КГБ СССР. Я видел, что прошли, значит, Жуков, Москаленко и Батицкий. Вошли, значит, куда? В комнату, где, значит, рядом с заседанием Политбюро. Сразу после начала заседания к офицеру охраны, стоявшему в подъезде номер 3, спустился комендант Кремля и приказал пропустить генерала Москаленко и сопровождавших его людей в штатском. Приехали они на 5 машинах. Затем поднялись наверх, а комендант Кремля и замминистра внутренних дел Серов направились к охране Берии. Ее возглавлял полковник государственной безопасности Сардион Николаевич Надарая. Подходит Серов там из коридора, поздоровался с ним и говорит: Надарай, пойдем поговорим. Взял его под руку, они пошли по коридору. Больше после этого я Надарая не видел. Сергей Петрович Марков, старший офицер для особых поручений при маршале Советского Союза Жукове, в тот момент находился во внутренних помещениях Кремля, в комнате, специально отведенной для начальников охраны и помощников членов президиума ЦК. Через некоторое время комендант Кремля Николай Спиридонов с 4 офицерами спустился на площадку у 2-го подъезда к автомобилю сопровождения Берии и приказал личной охране министра внутренних дел сдать оружие. Сопротивления никто не оказал. Охрана была разоружена и отправлена в комендатуру в корпус номер 1. Тем временем в Москву на полном ходу въезжали танки. Некоторые исследователи пишут, что танки ввели накануне, предлагая нам поверить, что Берия и его МВД этого не заметили. Сегодня у нас есть уникальная возможность выяснить все. Когда в Кантемировскую и Таманскую дивизии поступил приказ, как двигались боевые машины, какова была стратегия размещения и вероятного боя в городе. Через 20 минут после начала заседания президиума в Кремле в кабинете командира Кантемировской дивизии генерал-майора Филипенко раздался телефонный звонок. Филипенко отсутствовал. Трубку поднял заменяющий его полковник Парамонов. Звонил министр обороны Булганин. Отдал распоряжение, чтобы через 40 минут танковый полк был на Ленинских горах в Москве. В Таманскую танковую дивизию, расположенную в поселке Алабино, также поступил приказ выступать. Виктор Павлович Соколов, полковник в отставке. Я в это время был капитаном, прибежал в парк, завели танки и выехали на склады, где лежат боеприпасы. Не стали дожидаться, когда в ворота по одному танку будут заходить для подъезда. Ну, сбили эти ограждения, и сразу члены экипажа сами в свои танки стали загружать боеприпасы. В Москве танки рассредоточили по Садовому кольцу, Ленинским горам и центру города. И выезжаем на Красную площадь. Приказал расположить машины, где ГУМ находится, пушки повернуть в сторону Кремля. Лаврентия Берию арестовали примерно в 16:30. В Кремле держали недолго. Около 6 часов вечера его вывезли через Спасские ворота. Выходит Москаленко и говорит: вы сейчас будете сопровождать колонну эту, на которой будут вести Берию. Итак, Берия военными из Кремля вывезен. Вопрос, куда его отправить для содержания под стражей. В
систему МВД нельзя, там его подчиненные, там генерал Масленников с дивизией Дзержинского и внутренними войсками. Маленков и Хрущев принимают единственно правильное решение – продолжать опираться на военных, и прежде всего на Жукова и Москаленко. Именно поэтому машины с арестованным Берией спускаются к набережной Москвы-реки и на полном ходу несутся к Алешинским казармам. Здесь, недалеко от Крутицкого подворья, в районе нынешней станции метро «Пролетарская», находилась гарнизонная гауптвахта. Это как бы крепость, каменная крепость. Виталий Матвеевич Матвеев в 1953 году был командиром взвода строительного батальона номер 4. Случилось так, что он отбывал наказание на гауптвахте в Алешинских казармах. По словам тех, кто не раз сиживал на гауптвахте, эта губа очень сильно отличалась от других. До революции здесь были солдатские казармы, для которых не предусматривалось никаких удобств. После революции гауптвахта использовалась для расстрелов царских офицеров, так что в камерах им сидеть не приходилось. Это была самая настоящая камера. Койки голые откидывались поздно вечером. Они откидывались, мы ложились спать без всяких подушек, без одеял на голую койку откидную. А утром рано в 6 часов нас поднимали, и эта койка опять откидывалась к стенке. Вот сюда вечером 26 июня 1953 года и привезли Лаврентия Павловича Берию. Существует множество версий о спонтанности ареста Берии. А вот ветераны московской комендатуры вспоминают, что утром 26 июня неожиданно пришел приказ выпустить всех арестованных. И, конечно, их восторг был неописуем. Всех офицеров, объявив им, что не до них, сказали, чтобы все возвращались домой, возвращались в свою часть. Для охраны такого высокопоставленного узника удвоили караул. Берия в камере вел себя так, как будто он все еще был у власти. Отказался от еды, вылив миску на охрану. Потребовал бумагу и карандаш. С этого дня Берия забрасывал своих недавних соратников посланиями. Причем тон их менялся с каждым днем. 28 июня 1953 года товарищу Маленкову. Дорогой Георгий, я был уверен, что из той большой критики на президиуме я сделаю все необходимые для себя выводы и буду полезен в коллективе. Но ЦК решил иначе. Считаю, что ЦК поступил правильно. В архиве сохранилась короткая записка генерала Батицкого, адресованная Маленкову. Из ее содержания видно, что черновик первого письма Берии получен 27 июня в 19:20. Прошу товарищей Маленкова Георгия, Молотова Вячеслава, Ворошилова Клементия, Хрущева Никиту, Кагановича Лазаря, Булганина Николая, Микояна Анастаса и других. Пусть простят, если что и было за эти 15 лет большой и напряженной совместной работы. Все говорит о том, что этот черновик Лаврентий Берия подготовил еще на гауптвахте в Крутицах. На чистовом варианте письма стоит дата 28 июня 1953 года. Георгий, прошу, если сочтете возможным, семью, жена и старуха-мать, и сына Серго, которого ты знаешь, не оставить без внимания. Лаврентий Берия. 27 июня сюда на гауптвахту прибыло новое руководство МВД, министр Круглов и его заместитель Серов, с целью допросить Берию. Но Москаленко после доклада Жукова пускать их на территорию отказался. Доложили Хрущеву и Маленкову, которые в этот вечер находились в Большом театре на опере с подходящим названием «Декабристы». Одобрив действия военных, Хрущев и Маленков
поддержали идею о том, что Берию нужно срочно переводить в более надежное место. Для частей генерала Масленникова, командующего внутренними войсками, не составило бы никакого труда снести охрану гауптвахты в считанные минуты. Поэтому Лаврентия Павловича сажают в машину и везут обратно в сторону Кремля. Помещают его в непосредственной близости в штабе Московского военного округа, в доме номер 53 по Садовнической улице. Идеальное место для содержания Берии. Штаб Московского военного округа представляет из себя четырехугольное здание с внутренним двором. Кажется, именно это учитывалось теми, кто решил содержать Берию под стражей именно здесь. Ну а главное, в центре территории находится подземный бункер. Закрыли парадный вход. Через арку, ведущую во внутренний двор, вечером 27 июня и провезли Берию. Камеру ему приготовили без окон. В бункере, запасном командном пункте, который находится посередине двора под землей. По углам поставили танки. Питание организовали из местной столовой, охрану возложили на коменданта штаба округа. В таких условиях Берии ничего не оставалось, как писать письма. Товарищу Маленкову: «Дорогой Георгий, в течение этих 3 тяжелых суток для меня я основательно продумал все, что имело место с моей стороны за последние месяцы после пленума ЦК КПСС, как на работе, так и в отношении лично тебя и некоторых товарищей Президиума ЦК, и подверг свои действия самой суровой критике, крепко осуждая себя. Обратите внимание, письмо Берия очень хорошо обдумал. Он еще надеялся повлиять на своих обвинителей. Поведение мое на заседании Президиума ЦК и Президиума Совмина очень часто было неправильное и недопустимое, вносившее нервозность и излишнюю резкость. Я бы сказал, как это сейчас хорошо продумал и понял. Иногда доходило до недопустимой грубости и наглости с моей стороны в отношении товарищей Хрущева и Булганина. По письмам видно, как ломается Лаврентий Павлович Берия. Еще недавно наглый, самоуверенный, почти хозяин огромной страны. А в это время Маленков и Хрущев решают рубить под корень. Они опытные люди, и эту науку вырезать окружение упавшего освоили уже досконально. 26 июня в ГДР арестовывают начальника военной контрразведки Сергея Гаглидзе. 27 июня сюда, в Алешинские казармы, доставляют зама Берия Богдана Кабулова. 30 июня в Москву привозят арестованных министров внутренних дел Грузии Владимира Деканозова и Украины Павла Мешика. На арест всех выписывают ордера. Почему мы об этом вспоминаем? Да потому что Берию арестовывали без всякого ордера. Армейские офицеры, по закону этим правом не наделенные. Факт до сих пор никем не отмеченный. Постановление об аресте, подписанное новым генеральным прокурором Руденко, было предъявлено Берии только 8 июля, почти через 2 недели после ареста. Вероятно, Берия понимал, что с ним произошло, но не мог поверить и продолжал писать. Дорогие товарищи, разве только единственный и правильный способ решения без суда и выяснения дела в отношении члена ЦК и своего товарища после 5 суток отсидки в подвале казнить его. Утверждаю, что все обвинения будут сняты, если только это захотите расследовать. Что за спешка? И притом очень подозрительная. Еще и еще раз умоляю вас вмешаться и невинного своего старого друга не губить. Ваш Лаврентий Берия. Это были его последние строки. Берия все понял и больше писем не писал. – 17 июля 1953 года был арестован начальник следственной части по особо важным делам Лев Владимирский. На совести этого человека 1000 замученных и уничтоженных людей. На что обращаешь внимание, листая личные дела всех арестованных генералов, низкий образовательный уровень. Высшего образования не было ни у кого. В
Всех соратников Берии распределили по разным тюрьмам. Одних в Бутырку, других в Лефортово. И лишь Лаврентия Павловича из бункера штаба Московского военного округа переводить никуда не собирались. А волна арестов покатилась дальше, по Москве и в союзные республики на более низкий уровень. Арестовали и семью Берии, жену и сына, а также жен других арестованных. Спешно, насколько это было технически возможно, созвали пленум ЦК КПСС. Он состоялся 2 июля в Кремле. Берию уничтожали так, как не уничтожали, пожалуй, никого. Каждый преследовал личную цель. В этих выступлениях и праведный гнев, и сладострастная месть, самооправдание и чувство самосохранения. Хор хорошо подобранных голосов звучал мощно и слаженно. Машина, важной шестеренкой которой Берия был многие годы, теперь безжалостно перемалывала его. На долгие годы Берия стал козлом отпущения за все, как содеянное им, так и его обвинителями. Уничтожая его, они сами пытались отмыться перед историей. Основной задачей пленума ЦК была полная дискредитация Лаврентия Берии. Главное обвинение, прозвучавшее на пленуме, попытка поставить органы внутренних дел над партией и правительством. Маленков и другие докладчики не пожалели для обвиняемого соответствующих ругательств и ярких эпитетов. Буржуазный перерожденец, мразь, авантюрист, подлец, негодяй, продажная шкура. И это только малая часть. Говорилось, что Берия не коммунист, а карьерист. Никита Хрущев даже бросил такие слова. Он провокатор, ух, это какой мерзавец. Из кожи вон лезли. Однако некоторых так и не спасли ярые нападки на того, чьим покровительством они пользовались долгие годы. Так, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Багиров орал с кафедры: «Берия хамелеон, злейший враг нашей партии. Я его не смог раскусить». Некоторое время спустя Багиров был арестован и 12 мая 1956 года расстрелян. Записался на выступление и Всеволод Меркулов, бывший бериевский сподвижник. Но выступить не удалось, а 18 сентября 1953 года он был арестован и отправлен в Лефортово к бывшим друзьям, соратникам. Следствие тем временем шло обычным путем. Арестованные недавние хозяева МВД, перепуганные до смерти, нашли главный ход – все валить на Берию. Поэтому так легко появилась в обвинительном заключении вся эта чушь. От шпионажа в пользу английской разведки до связей с контрреволюционной грузинской эмиграцией. Лишь 2 пункта из 13 имеют под собой основания. Пункт 4. О применении истязаний и пыток к арестованным. И пункт 13. Об изнасиловании 7 мая 1949 года 16-летней школьницы Дроздовой. Вот на этом 13-м пункте давайте остановимся поподробнее. О сексуальных похождениях Лаврентия Берии ходят легенды, вплоть до закопанных женских трупов в подвале особняка на Малой Никитской. Скажем сразу, список женщин в материалах уголовного дела действительно есть. Его вел начальник охраны Саркисов. Заносил в свою записную книжку тех, кто побывал у Берии. Кстати, знаменитая актриса Татьяна Акуневская в списках Саркисова не фигурирует. Несколько женщин из этого списка дали показания на предварительном следствии. Но никаких следственных действий по закону сопровождающих дела об изнасиловании проведено не было. Не были вызваны эти женщины и в суд.
Зато в дело подшили оперативную справку, составленную секретным работником Министерства госбезопасности на имя Маленкова. Чекистскими органами в 1947 году арестована злейший враг советского государства, американская шпионка, киноактриса Зоя Алексеевна Ф. Из материалов техники подслушивания известно, что Ф. находилась в интимной связи с Берия. При аресте Ф. настойчиво добивалась от меня разрешения переговорить по телефону с Берия. Я ей в этом отказал и доложил Абакумову. Записывались ли ее показания о встречах с Берия, мне неизвестно. Думаю, что нет, так как имя его тщательно оберегалось. Как представляется, подшили эту оперативную справку не случайно. Чем не доказательство связей Берии с иностранными разведками? На суде выступила лишь одна потерпевшая. Валентина по документам, а в быту Ляля Дроздова. На ее истории мы остановимся подробнее. 11 июля 1953 года Ляля Дроздова пишет заявление на имя генерального прокурора СССР Руденко. Начинается оно удивительной фразой. Прочитав газету «Правду» от 10 июля 1953 года о разоблачении врага народа Берия, я хочу просить вас учесть еще одно очередное злодеяние, которое он совершил 4 года тому назад надо мной. Вы только теперь узнали лицо этого чудовища, а я знала уже 4 года тому назад. Я жила на улице Герцена, 52, квартира 20, напротив особняка Берия. Итак, 11 июля 1953 года, прочитав газету «Правда», Валентина Дроздова, жившая когда-то рядом с особняком Берия, написала заявление. Этот пассаж о газете «Правда» не мог пройти мимо нашего внимания. И вот что удалось выяснить. О существовании Дроздовой генеральный прокурор Руденко узнал на допросе еще 1 июля. Саркисов сообщил, что жила она на одной из казенных дач вместе с ребенком Берии. Позже, не без помощи Лаврентия Павловича, получила квартиру в престижнейшем доме 8 на улице Горького. То есть почти 4 года Дроздова являлась любовницей Берии. Мать Дроздовой на суде рассказала, что была страшно возмущена, когда вышла из больницы. И, внимание, попав в особняк Берия, дала ему пощечину. Затем она поведала, что во время той бурной встречи Берия настаивал, чтобы Валя сделала аборт. Но мать отказалась. А затем у Ляли Дроздовой родился ребенок. Странная история, не правда ли? Целых 4 года Берия встречался с Дроздовой, оказывая ей материальную помощь. Что, кстати, он и заявил на суде. Председатель суда Конев. Подсудимый Берия, вы признаете себя виновным в совершенном преступлении в отношении Дроздовой? Берия. Я признаю то, что мне не нужно было встречаться с Дроздовой, но я оказывал ей систематическую материальную помощь. Кстати, мать Дроздовой сообщила еще одну интересную деталь. В 1952 году Валентина вновь забеременела от Берия и была помещена в Кремлевскую больницу, где ей сделали аборт. Что-то здесь явно не так. Все встает на свои места, когда знакомишься с протоколами допросов жены Берии. Мне Саркисов совсем недавно сказал, что у Берии есть женщина, которая живет на улице Горького и на которой Берия собирается жениться. Это же подтверждает и Серго Берия, сын. Саркисов мне рассказывал, что у Берии имеется вторая семья, есть ребенок. После этого разговора с Саркисовым Серго заявил матери, что принял решение уйти от отца и начать жить отдельно от него. Жена Серго, Марфа Максимовна Пешкова, вспоминает, что в начале 50-х годов всей семье стало известно о появлении у Берии молодой любовницы, красавицы Ляли Дроздовой, роман с которой он почти не скрывал. Стало известно, что у нее от Берии родилась дочь. Ее назвали, кстати, в честь матери Лаврентия Павловича Мартой. Поговаривали, что они хотели пожениться.
Нина Тимуразовна, жена Берии, переживала все это молча. Но однажды спросила у Марфы денег. Сказала, что хочет построить себе домик в Сухуми, на горе с видом на море, и уехать туда жить. Намерения у нее были серьезные, и Марфа Максимовна не смогла отказать. Дала ей в долг 70 тысяч рублей. Вот такая вот семейная драма. Узнав о ней, лучше понимаешь, почему на суде Берия на вопрос о Ляле Дроздовой упорно отвечал: «Я ее не насиловал, я помогал ей материально». Суд состоялся в декабре 1953-го, а весь период следствия с 27 июня по декабрь Берия провел в маленькой комнатке бункера во дворе штаба Московского военного округа. Сидел, в общем-то, спокойно. Ничем особенным этот период не отмечен. Офицеры дежурили у двери комнаты, в коридоре и на выходе. Берия с первых и до последних дней был под контролем военных. Навыков содержания подследственных у них было немного. Даже фотографию, как положено в тюрьме, фас и профиль не сделали. Берию, конечно, сфотографировали, но довольно своеобразно. Если бы Берию содержали в настоящей тюрьме, то режим у него был бы совсем другой. Спать бы особо не давали, кормили бы впроголодь и на болезни особого внимания не обращали бы. Берию кормили из офицерской столовой. Официантки в сопровождении офицеров охраны носили пищу прямо с кухни. Обед, как и положено, состоял из 3 блюд плюс салат. Правда, компот Берия попросил заменить на боржоми. На здоровье Берия почти не жаловался. Один раз его посещал врач-уролог, поскольку у Лаврентия Павловича начались почечные колики. Дали хорошее лекарство. Все эти полгода, как и положено заключенному, Берия провел без своего знаменитого пенсне. С 18 по 23 декабря здесь, в штабе Московского военного округа, на 2-м этаже в кабинете члена военного совета проходил суд над Берией и 6 его сообщников. Кабулов, Деканозов и остальные все валили на Берию. Ни один не заступился. Впрочем, ни один и не выжил. 23 декабря все они – Берия, Деканозов, Кабулов, Гаглидзе, Владимирский, Мешет, Меркулов – были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Вот здесь на лестнице поставили деревянный щит для того, чтобы избежать рикошетов от пуль. В щит вбили железный крюк. Все те же Москаленко, Батицкий и Руденко в последний раз спустили Берию в бункер, привязали к щиту, и Батицкий выстрелил Берию в лоб. Сегодня мы впервые публикуем акт, подписанный Батицким, Руденко и Москаленко. А вот этот акт о расстреле в Бутырской тюрьме через 1,5 часа после смерти Берии и 6 его ближайших соратников. Обращает на себя внимание тот факт, что на акте из Бутырки есть подпись врача, констатировавшего смерть. А на акте расстрела Берии такой подписи нет. Нет фамилии Берии и в акте о кремации трупов в 22 часа 45 минут 23 декабря 1953 года. Что стоит за этим фактом, нам так и не удалось выяснить.